Кстати, Шавкат Мирзиёев совершал на этой неделе исторический визит, первый государственный, в Таджикистан, в соседнюю страну. Казалось бы, ну что тут удивительного, но надо понимать, что отношения между Душанбе и Ташкентом последние десятилетия практически заморожены. Самолеты не летали, поезда не ходили, граница была на замке. И вот настоящий прорыв. Что это значит для людей и о чем именно договорились президенты? О том, как тает лед. Наш корреспондент в Душанбе Вера Исмаилова. Борт номер 1 из Узбекистана. Шавката Мирзиёева лично встречает президент Эмомали Рахмон прямо на взлетном поле. Люди тоже приветствуют лидера соседней страны в аэропорту. Тысячи мужчин, женщин и детей выстроились по пути следования кортежа на много километров вперед. Уважаемый Шавкат Мирамонович, с большим удовольствием приветствую вас в Таджикистане. Отношения Таджикистана с Узбекистаном занимают особое место. Этот визит главы республик сразу назвали историческим. Да и Мирзиёев в качестве президента впервые в Таджикистане. Развитие дружественных отношений с соседними странами, прежде всего с Таджикистаном, является главным приоритетом внешней политики Узбекистана. Нынешний визит в Республике Таджикистан, который впервые за 27 лет осуществлен в статусе государственного, мы рассматриваем как возможность поднять наше сотрудничество на качественно новый уровень. Переговоры только на русском языке. Друг друга называют братьями. Чтобы решить вопросы, которые копились более 20 лет, действительно нужно чувствовать родство народов. В итоге всего за несколько часов удается договориться по всем пунктам. Если вы обратили внимание, заявление моего брата заявлял о том, что если вы зададите мне вопрос, что если остались ли какие-нибудь нерешенные вопросы между двумя братскими народами, четко он заявлял «нет». И я полностью Шавкат Мирамонович солидарен. Поздравляю! Такого еще не было. Президенты и делегации двух стран подписали сразу 27 документов. Дистанционно возобновили работу железнодорожного участка Галаба-Музанг. Обсудили взаимный товарооборот. За прошлый год наторговали на 240 миллионов долларов. Цель – увеличить результат как минимум в 2 раза. От слов к делу. Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев сходили на выставку. Выгоду от сотрудничества предприниматели демонстрируют прямо в павильоне. Вот энергосберегающий электроочаг. Вы можете за 2 часа приготовить 200 порций плова и каждую порцию продавать по 10 самон, к примеру, и заработать за 2 часа 2000 самон. И оно окупается за неделю. Самый сложный – приграничный вопрос. Протяженность общей границы более 1300 километров. Один участок – 93 километра. Много лет не могли согласовать. Сейчас дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Президенты договорились о поэтапном возобновлении работы всех 16 пунктов пропуска, а также об упразднении визового режима сроком до 30 дней для граждан двух стран. Вы видели глаза тех участников, которые на этих пропускных пунктах встречались. 30 лет, 25 лет не встречали родственники, близкие. И я тоже с удовольствием, но с гордостью, как участник этого торжеств, был сам горд, потому что люди радовались. А вообще наша цель вообще каждодневной работы делать и воплощать все, чтобы людям было хорошо, чтобы людям было комфортно. Этот контрольно-пропускной пункт не работал ровно 8 лет. Чтобы добраться из одного приграничного района в другой, гражданам Таджикистана и Узбекистана приходилось оформлять визу и преодолевать сотни километров. Теперь достаточно сделать всего несколько шагов. Нет запретов, нет бумажной волокиты. Таджикистанский поселок Саразм. 32 тысячи человек. Здесь жизнь по новым правилам началась уже с 1 марта. Я возвращаюсь из Самарканда. Вчера был на свадьбе. Раньше мечтать о таком не мог, чтобы всего за полчаса добраться до родственников. Свой дядя не знал. И моя мама сказала, вот свой дядя, и мы плакали.
встретились, все хорошо. У Татьяны после открытия КПП появилась возможность лично поздравить с юбилеем маму и брата. В сумках сувениры и лакомства из Узбекистана. Маме почти 90 лет. Вот еду ее поздравить. У брата день рождения тоже еду поздравить. Слава Богу, и говорю, двоим президентам большое спасибо, огромное спасибо, что мы друг друга теперь будем видеть. Каждая вторая семья в Саразме интернациональная. Родственники по обе стороны границы. Tabiatda ham uyg'onish fasli. Odamlarning yuragida bahorning sirri. Я как стала невесткой, уехала в Самарканд. С тех пор живу там. Работала вместе с мужем в школе, дала образование и своим детям. Сейчас на пенсии. Столько всего хочу рассказать своим родным, ведь много времени прошло. А прошло 20 лет, целая жизнь. В Узбекистан Гулсумой уехала вместе с двумя сестрами. С тех пор не виделась ни с родителями, ни с братьями, ни с племянниками. Слишком сложно было попасть из одной страны в другую, хотя, казалось бы, все рядом. Сколько лет уже не видели родных, вот сестра. Мы очень рады, даже не могу, слез даже в слезах. На столе плов – национальное блюдо и в Таджикистане, и в Узбекистане. Весь день песни и танцы. Безвизовый режим для этой семьи – праздник. А это праздник на высшем уровне. Вечер дружбы. Неформальное завершение переговоров между двумя президентами. Главный итог – оба лидера понимают, пришло время выводить отношения между странами на стратегический уровень. Теперь Шавкат Мирзиёев ждет у себя Эмомали Рахмона, тоже с государственным визитом. Вера Исмаилова, Лутфуло Самадов, Бахтувар Бахрлозада. Вместе из Таджикистана.